Всем привет, дорогие друзья! С вами Астарта Сантья Тара, и мы делаем расклад на тему его мысли, чувства, действия и планы на недельку с 17 по 23 февраля. Новинки будут в описании к этому видео, как обычно. И выбирайте свой вариант, сосредоточьтесь на своем мужчине, на своем партнере. Подумайте и интуитивно к той цифре, к тому варианту, который потянется ваша интуиция, да, или ваша душа, ваше сердце, и выбирайте. Я перехожу к первому. Единички, смотрим вас, его мысли, чувства, действия и планы на вас на недельку, да? Итак, мысли. Но вы глубоко и конкретно так засели у него в голове, в мыслях. Он вас содержит. Я бы сказала, что думает о вас постоянно. Никуда вы из его головы не уходите. В мыслях он всегда с вами. Но вот на этой недельке, знаете, вы как бы заикарились, да, в его голове, но заикарились по какой причине? По причине того, что он недопонимает, что происходит, недопонимает, что происходит с вами, и недопонимает, что происходит с отношениями. Некая такая туманность, знаете, но это все временно. Что-то у него не сходится, что-то у него не состыковывается в голове. Смотрите, да, у нас карта тучи выпала. Говорит нам о том, что чуть-чуть он немного запутался и как бы потерялся. Но, опять же, это явление временное, потому что ближе к концу недельки, тут уже у нас карта рыбы, тут уже у него комфортное такое состояние, мысли о вас такие довольно-таки комфортные. То есть его зона комфорта, она придет в норму, да, если тут она немного в тумане, да, в непонятном, в подвешенном таком состоянии, то ближе к концу недельки тут уже такое комфортное состояние, ему будет довольно-таки все уже понятно, все известно. И также здесь в мыслях еще он будет содержать какой-то денежный вопрос, какие-то финансы. Но о вас он думает постоянно и содержит. То есть, знаете, вот все его планы, все его действия через призму отношений с вами проходят. То есть он принимает решения не эгоистично, а еще и, да, учитывая и ваши интересы, желания, потребности и так далее и тому подобное. На сердце у него карта медведь, лилия и коса. Ну, вот здесь, конечно же, он видит вас прекрасной, красивой, притягательной дамой. Дама такой довольно-таки благородной. Знаете, как еще хочется сказать, что вот вы таких вот благородных кровей. Видно, что такая прям женщина, девушка. И опять же притягательна для него, желанна для него. Он вас на сердце содержит и понимает, что он для вас опора и поддержка, и интуитивно, и инстинктивно он к вам тянется, он хочет быть с вами, да, даже вот на интуитивном уровне, на уровне интуиции, из карты медведь и карта лилии, да, на уровне и каких-то физических его потребностей его к вам тянет. И я бы сказала, что отношения с вами это для него какая-то награда, какой-то итог. Вот такое ощущение, что он, вот если отношения, например, начались недавно, да, закрутились недавно, то он вас рассматривает как девушку, которую он ждал и на которую он надеялся давно, которую, ну вот, грубо говоря, мужчина просил и заказывал у мироздания. У нас карта коса. Такое ощущение, да, что он придумал себе некий такой идеал, и в результате он этот идеал и получил. Мироздание его к вам привело. Если эти отношения давнишние, то отношения с вами все равно дают ему
тот результат и удовлетворяет те его потребности, которые ему необходимы. Ему с вами хорошо, ему с вами комфортно, ему с вами удобно, и чувства к вам на сердце мужчина также содержит, но и понимает, что он мужчина, что он альфа, что он должен содержать, что он должен защищать, что он должен баловать и так далее и тому подобное. То есть выполнять все мужские функции. Также смотрите, если на сердце карта медведь, вот знаете, такое ощущение, что мужчина еще и ревнивец. Может, вот у нас еще тут карта тучи, на сердце карта медведь. Такое ощущение, что вот на этой недельке он может проявить ревность по отношению к вам. Какой-то, грубо говоря, соперник, да, может всколыхнуть, потревожить его покой. Я еще и так вижу карты. Дальше его действия. Карта совы, карта ключ и карта змея. Будет у вас с ним разговор. Ну, такой разговор довольно-таки мирный, довольно-таки мудрый. Возможно, он потребует у вас, попросит, точнее, у вас некого совета или какой-то поддержки, но вот так вот не сильно явно, как-то вот может попросить из-под тишка, но вот, да, чтобы не показывать, например, свою неуверенность и свою слабость, но как-то все равно его, ваше мнение, ваш совет для него будут важны, и он у вас попросит некого совета. Ну и также тут, конечно, проявление желания, интима с вами. На этой недельке для него тоже будет прям, у нас выпала карта змея, стоять на повестке дня. Ну и опять же, ваша мудрость, ваш острый ум, дорогие дамы, ему будет на этой недельке необходим. И также он будет декларировать, транслировать, показывать вам, что он хозяин положения, что он альфа, и вы как бы за ним. И он отношения ведет, и он знает как, и может, знаете, в некоторых ситуациях, да, вот, например, вот в этой туманной ситуации для него непонятной, ревнивой, он может как бы выяснять, где-то как-то хитрить, как-то где-то изворачиваться, но явно вам не показывать свою ревность, к примеру. Да, у нас карта змея. Вот тут, с одной стороны, интим и желание близости с вами, да, а с другой стороны, мужчина может вот как-то хитро выводить вас на какой-то разговор, например, вот об этом его приступе ревности. Но так явно свою слабость и свои сомнения он показывать не будет, а будет изворачиваться, как бы вам намекать обходными путями, что-то где-то расспрашивать, спрашивать и так далее и тому подобное. Планы. Смотрите, как прекрасно у нас здесь на этой недельке выпало 4 карты, потому что карта букет сама собой напросилась в планы в отношении вас от мужчины. Да, у нас карта всадник, ваша карта бланка вашего партнера, нашего мужчины, да, на которого мы смотрим, и карта букет. Ну, опять же, такое ощущение, что вы к нему с какими-то новостями, с какими-то подарками, или он ждет от вас некого действия, некой такой новости, связанной с вами. Но, ну, в общем, такое ощущение, что мужчина просто ждет подарка от вас. Вот он планирует себе, дорогому любимому, что вы преподнесете ему какую-то новость, какие-то подарки. И также он хочет, видимо, у нас все-таки, да, 23 февраля на этих выходных праздники. И, скорее всего, планирует с вами куда-то выйти, посетить какое-то общественное место, приятно провести время, может быть, ужин, или куда-то вы совместно на какой-то выход в свет. Ну, в общем, тут такое бытовое и в то же время развлекательное мероприятие у него в планах. И, конечно, он надеется на ваше внимание, на какие-то ваши бонусы, подарки. И причем вот-вот на этой недельке. Сигнификатор нашего мужчины, опять же, смотрите, карта лиса. Вот как я и говорила, да, мужчина будет хитрым, мужчина будет изворотливым, мужчина будет четко показывать свои границы и свое
ну, некое такое положение, да, как он будет ставить себя в отношениях с вами, вот довольно-таки четко, конкретно декларировать свою позицию и ну вот как-то все его действия, все по отношению к вам, они будут четко спланированы, продуманы. Такой вот он у нас стратег и тактик на этой неделе мужчина. И сигнификатор ваших отношений, карта развилка. Ну, вот тут как раз-таки могут быть поездки, да, все-таки это небольшой период, мы смотрим, развилка, это у нас могут быть и поездки, и мужчина будет стоять перед неким выбором, что-то будет взвешивать, думать, планировать. Вот опять же, да, как я уже говорила, вот эта непонятная ситуация, его разбалансирует, он будет в неком раздрайве находиться, некая такая туманность, но я думаю, что ближе к концу недельки он все-таки сделает для себя выводы и поймет, что же происходит. И опять же, у нас, смотрите, карта рыбы, карта коса и карта змея. Такое ощущение, что и материальный вопрос на него на этой недельке тоже ярко стоит на повестке нашей наступающей недельки. И он ждет каких-то бонусов, подарков, каких-то результатов, какого-то дохода, прибыли и так далее. Вот такой у нас вышел вариант номер 1. Я вам желаю, дорогие мои единички, всего самого наилучшего. Поздравляю всех мужчин, которые будут смотреть это видео, и всех партнеров ваших, дорогие дамы, всех мужчин в вашем окружении с праздником. Желаю всего самого хорошего. Самое главное, конечно же, здоровья, вдохновения, удачи, результатов, да, и прибыли. С вами прощаюсь. Это была Астарта Сантея. Всех благодарю, что смотрели мое видео и интересуетесь моим каналом. И перехожу к варианту номер 2. Так, двоечки дорогие, смотрим вас и его мысли, чувства, действия и планы на вас на следующую недельку. В мыслях он влюблен. Мужчина в состоянии влюбленности, мужчина думает о вас и думает о вас через, как бы пронося мысли о вас через себя. Вот, знаете, он рассматривает вас рядом с собой и рассматривает отношения с вами довольно-таки уже в таком ракурсе, что они для него важны. У нас карта якорь, то есть он уже о вас думает на постоянной основе, я бы так сказала, содержит вас в голове. И все свои планы, все свои мысли, все свои какие-то, не знаю, действия проносит через призму отношений с вами, через чувства к вам, вот уже на такой вот постоянной основе. И в планах, смотрите, да, тоже выпала ваша карта бланка, то есть в планах у него, у вас он содержит. В мыслях у него ваша любовь, и он сам тоже. Но вот тут как бы немного и эгоистичные такие нотки есть, потому что он и себя в первую очередь видит, да, о себе в первую очередь думает, но и отношения с вами для него тоже очень важны. Чувства. В чувствах он уже с вами, вот знаете, отношения с вами он рассматривает как такие довольно-таки долгосрочные, во-первых, и перспективные, вот так я бы сказала, да, у нас карта аисты, карта букет и карта лиса. Что-то он там себе планирует, и на что-то он рассчитывает. Я имею в виду, что на отношения с вами он рассчитывает в будущем. Отношения, да, и чувства к вам у него сейчас такие вот довольно-таки легкие. Любовь к вам он ставит себе как вот такие удобные, комфортные, когда человека не держат в тисках, да, когда человека все устраивает, ему хорошо, ему комфортно, и он чувствует себя счастливым.
Также я бы сказала, что планирует или что-то себе думает, может быть, преподнести вам какой-то подарок, хочет каких-то перемен. Такое ощущение, что еще и в сердце, на сердце он содержит и планирует какую-то с вами поездку. Но недалеко, не за границу, но в пределах, скорее всего, той страны, в которой вы проживаете. Но вот какие-то поездки могут быть от него. Он об этом думает и как-то рассматривает эту самую поездку. Действия. В действиях такое ощущение, что он вам что-то предложит. Предложит что-то довольно-таки серьезное. У нас выпала карта Всадник, карта Солнца и карта Кольцо. Вот я бы сказала, что мужчина предложит вам, не знаю, если, например, вы недавно познакомились, и отношения начались недавно, то какое-нибудь совместное проживание. У нас Солнце и Кольцо, такое ощущение, что предложит вам такое, перейти на некий новый уровень в отношениях, на уровень более серьезный, более стабильный, нежели вы сейчас находитесь. И причем это будет вот-вот, мужчина прям это планирует в ближайшем времени, вот почти, я бы сказала, на пороге. Также тут можно сказать, опять же, и о поездке, которую он хочет вам предложить, какие-нибудь теплые страны, отправиться с ним, отдохнуть. Хотя тут на сердце аиста я говорила, что это будет не за границу, да, но в действиях, опять же, он планирует, может быть, это будут даже 2 поездки, каких-то 2 предложения, но он, опять же, только все это у него в планах, он раздумывает, планирует, как, что, где и почему все это будет. Далее, планы на вас на эту недельку. Выпала ваша карта Бланка, карта Башня и карта Клевер. Эту недельку, выходные, он, конечно, планирует провести с вами, дорогие мои. Опять посетить какое-то общественное место, может быть, какой-нибудь ТЦ или театры, кинотеатры. В общем, такое легкое с вами времяпрепровождение. В планах, вы у него стоите на эту недельку. Что он вам там предложит, как куда-то сходить, что-то где-то посмотреть, это уже его дело. Но также смотрите, сигнификатор ваших отношений на этой недельке — это карта Луна. То есть, да, мужчина вас содержит в мыслях, но и в то же время все мысли о вас у него через призму себя. То есть ощущение, что все предложения, все планы, которые он вам хочет предложить или либо предложит, все будут в первую очередь рассматриваться так, чтобы у него получилось, например, эти планы осуществить, чтобы его в первую очередь его отпустили на работе, то есть через призму себя и своих интересов больше. Но вы его интересуете, у нас все-таки карта якорь, да, он уже заякорился на вас, хочет с вами длительных и таких перспективных отношений, но карта Луна. Опять же, он только все это планирует, у него нет еще четких конкретных каких-то результатов, итогов. Он еще, по крайней мере, для себя не выяснил и не выяснил на этой недельке. Карта Луна, да, это что-то такое неизвестное, загадочное, но то, что нас притягивает и нас манит. Вот пока он соблазнен какими-то своими идеями, планами, но как они осуществятся и осуществятся ли так, как он планирует, так, как он хочет, пока для него не сильно понятно. И его же сигнификатор мужчины — карта звезды. Опять же, мужчина такое ощущение, знаете, что будет разрываться опять на какие-то множественные дела, будет постоянно на связи с вами, там какая-то переписка в мессенджерах, в сети, в интернете, в каких-то соцсетях, постоянно будет с вами на связи, но почему? Потому что если, например, вы вместе не живете, то встречаться с вами так часто, да, тет-а-тет, именно физическая встреча, свидание, так как ему того будет хотеться, он не сможет. Будут какие-то препятствия, это первое. А второе, мужчина такой вот, опять же, весь в планах, весь в надеждах, весь в каких-то мечтаниях, но пока что это все будущее.
Вот такой у нас вышел вариант номер 2. Я всех мужчин и партнеров, мужчин, да, и вообще мужчин в окружении вашем, дорогие дамы, всех поздравляю с Днем Защитника Отечества. И желаю, конечно же, в первую очередь это мирного неба над головой, счастья, здоровья, благополучия, вдохновения, результатов, да, прибыли, удачи, каких-то совершений их планов и задумок. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, искренне надеюсь, что мой канал и мои видео вам чем-то помогают, поддерживают, подсказывают. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Итак, троечки, смотрим вас и его мысли о вас. Карта ребенок, рыбы и лилии. Ну, в первую очередь, конечно же, ему с вами абсолютно комфортно, ему с вами абсолютно легко, удобно. И он это понимает. Он это понимает и осознает. И также, конечно же, он видит и думает о вас, что вы прекрасны, что вы чудесны, что вы привлекательны, что вы такая дама красивая, благородная, вдохновляющая. И производите такое впечатление, знаете, такой дорогой дамы, которая, ну, да, требует к себе внимания, требует к себе заботы. Такая вот дама породистая. Так говорят, да, о женщинах. Вот о вас он так и думает. И в то же время он видит вас такой вот яркой, воздушной, где-то даже инфантильной дамой. Но это его и привлекает, это его и завораживает. Также, смотрите, здесь у мужчины могут быть в мыслях еще и финансы. Какие-то финансовые и денежные вопросы, и о них он тоже может думать на этой недельке. Не только о вас, но еще и о финансах, о заработке своем. Чувства: медведь, мыши и горы. А вот здесь вообще, судя по раскладу, такое ощущение, что мужчина на этой недельке, троечки дорогие, снедаем сомнениями. Что-то его гложет, что-то не дает ему покоя. В мыслях, в чувствах по отношению к вам он видит себя таким альфой, мужчиной, который отношения хочет вести, но такое ощущение, да, что вот так, как он себе это видит, так, как он чувствует, он наталкивается на какой-то барьер, на какие-то препятствия. И такое ощущение, что эти барьеры и препятствия в первую очередь выставляете вы, дамы мои дорогие. И вот пока здесь не понимает, как ему дальше себя вести, куда ему дальше двигаться, что ему делать. И от этого у мужчины на сердце может быть раздражение. То есть мужчина в таком раздрайве. Он не понимает, что делать, но решительно настроен на то, чтобы эти препятствия, то, что мешает, ему преодолеть. Потому что ему с вами хорошо, ему с вами комфортно, и он хочет быть с вами. Но вот эти сомнения и опасения, которые его съедают, они, конечно, не дают ему покоя. Вот на сердце такое беспокойство, терзание, томление и раздрайв. Действия: карта Луна, клевер, и выпала карта бланка мужчины. Вот опять же, да, в действиях у нас карта Луна. Мужчина не понимает, как ему действовать, что ему делать дальше, как себя вести, что говорить, куда приглашать и так далее. Мужчина в таком подвешенном состоянии, мы это видим и в чувствах, и в действиях, но он будет пытаться всячески вот так вот как-то ненавязчиво, где-то даже с некой такой вот опаской в вашу сторону проявлять какие-то действия, какой-то интерес. Будет, видимо, что-то предлагать, куда-то сходить, посетить что-то, а может быть поужинать, осыпать вас некими такими, может быть, комплиментами, такими ненавязчивыми, или там может прислать, например, в мессенджер или в соцсети какой-то, я не знаю, демотиватор смешной, или там, не знаю, какой-нибудь анекдот, какой-нибудь что-то смешное, какое-то видео, и чтобы понять, чтобы прочувствовать, куда же ему дальше двигаться, что ему дальше делать. Всячески будет
вам демонстрировать свои достоинства, свои какие-то позитивные стороны, положительные. Ну вот как-то, знаете, крутиться и вертеться, грубо говоря. Но, скорее всего, не на физике, имею в виду не при встрече, а именно вот в соцсетях, в мессенджерах и так далее. Вот будет пытаться как-то где-то себя так прорекламировать и вас заинтересовать. Планы, карта ключ, звезды и тучи. А в планах, конечно же, ему все эти сомнения, все эти терзания, метания и томления, он хочет их преодолеть, он хочет их обойти и развеять для себя. Хочет некой такой четкости и понимания. Мужчина хочет как бы больше с вами общаться, более тесно с вами общаться, но сомневается и неуверенность в себе. Но он тут сомневается именно в том, что вы заинтересованы в нем. Вот тут такое ощущение, что вообще троечки — это вариант для всех тех, у кого вот только отношения, они зарождаются, они вот недавно познакомились, и идет такое общение. И вот тут мужчина в планах, да, какие-то планы у него есть, но опять же нет четкости в его планах, нет такой вот продуманности. Все у него в подвешенном состоянии. Мужчина будет действовать, исходя из вашей заинтересованности. Вот если вы будете как-то отвечать ему, да, со знаком плюс на все его ухищрения, на все его, не знаю, предложения, то тогда он будет как-то более уверен в себе и что-то начнет вам предлагать. Вот карта корабль на сигнификатор ваших отношений. Здесь хочется движения, хочется развития какого-то вперед, чтобы отношения развивались, двигались, и, скорее всего, оно так и будет. Но такими семимильными, мелкими шажками, мелко такой поступью мужчина будет неуверенно, но пытаться двигаться вперед и отношения, общения с вами развивать. Сигнификатор мужчины, карта собака. Мужчина ведомый. Отношения будете вести вы, хоть он и декларирует вам, да, свою силу, да, и рекламирует вам себя, но в любом случае мужчина ведомый. Он будет смотреть на вашу реакцию и уже будет действовать, исходя, как я уже и говорила, да, из ваших благосклонных к нему, ну, не знаю, ответов, каких-то сообщений и так далее. Для тех, у кого отношения, в принципе, уже длительные, мужчина, опять же, в таком подвешенном состоянии, что-то его беспокоит, что-то его нервирует, он будет всячески пытаться, прошу прощения, видео прервалось, будет всячески пытаться отношения наладить, будет как-то пытаться, ну, проявлять себя, да, опять же, как я уже и говорила, что-то присылать, как-то пытаться выводить вас из и отношения с вами из туманности, из непонятности, из такого подвешенного состояния. Все те барьеры и препятствия, которые между вами возникли, он будет пытаться преодолеть, будет пытаться их разрушить, развеять. В планах у него только вот решение вот этих затыков, которые с вами уже произошли, либо произойдут на предстоящей недельке. Мужчина будет пытаться отношения двигать вперед, развивать. Мужчина будет ведомый, в первую очередь, как я уже и сказала, да, до этого. Но, повторюсь, для всех тех, у кого длительные отношения, мужчина будет смотреть на вашу реакцию, и, исходя уже от вашей реакции, уже двигаться дальше. Вот такой у нас вышел третий вариант. Я вам желаю, дорогие мои троечки, всего самого хорошего, всех мужчин, да, тех, кто будет смотреть это видео, и тех мужчин, что находятся в вашем окружении. Поздравляю с Днем Защитника Отечества и желаю, конечно же, мира, добра, процветания, удачи, самое главное, здоровья, вдохновения, такой сытой, такой жирненькой, сливочной жизни, такой вот богатой. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мои видео вам чем-то помогают, поддерживают, направляют, подсказывают. И всем пока-пока.